Надо ли восстанавливать мини-ГЭС? Абхазские энергетики говорят, в советские годы все вместе взятые мини-ГЭС вырабатывали мизерное количество электроэнергии, а потому проблему энергодефицита в Абхазии не решат. Другая часть экспертов убеждена, государству необходимо вкладывать в малую энергетику и развивать возобновляемые источники энергии. Мы выслушали две точки зрения по этому вопросу. Предлагаем послушать. Меняющийся чуть ли не каждый день график подачи электричества, пожалуй, самый комментируемый с начала января. Затяжной блэкаут вновь заставляет ломать голову, где искать дополнительные источники энергии. Для некоторых экспертов ответ очевиден. Надо использовать энергию горных рек и речушек и восстановить 2 десятка малых ГЭС, построенных и успешно работавших в советские годы. Академик Январби Эгба в числе тех, кто выступает за развитие малой гидроэнергетики. По его мнению, она поможет выйти республике из затяжного энергокризиса. А если применить современные технологии производства гидроэлектроэнергии, то можно получить довольно высокий КПД. Существует несколько способов решения вопроса, энергетического вопроса для нашего государства. Если мы хотим ни от кого не зависеть, иметь свои источники энергии, мы все равно, значит, их не осилим, сами мы ничего построить не можем. Поэтому в любом случае нам нужны инвестиции. Но как будут выглядеть эти инвестиции? Скажем, восстановить вот эти каскады перепадные ГЭС, да, которые на востоке у нас там, они увязаны с ГЭС, перепадные ГЭС, которые могут вырабатывать несколько десятков мегаватт электроэнергии. Если наше государство хочет как-то вот своими силами решить эту проблему, и не зависит ни от кого, то надо восстанавливать малые ГЭС уже на качественно новой основе. Потому что с тех пор уже и агрегаты другие появились, более мощные. Чем вот это выгодно? Во-первых, они ни от кого не зависят. Во-вторых, передачу электроэнергии, скажем, с востока на запад перекидывать не надо. Она находится возле потребителя. Это малая ГЭС, рядом. И поэтому там системы трансляции энергии не стоит. Аслан Басаря, экономист и в прошлом гендиректор Черноморэнерго, в этом вопросе не так оптимистичен. Малые ГЭС проблему энергодефицита не решат, убежден он. В советский период мини-ГЭС решали локальные задачи, а в масштабах Абхазии и растущих рекордных нагрузках на сети это капля в море. Кроме того, возникает вопрос, как будет рассчитываться тариф за этот вид генерации. Что касается советского периода времени, в советский период времени мини-ГЭСов было порядка 24, я могу чуточку ошибиться. Вот их суммарная мощность была приблизительно такая же, как у Сухумгэса. Как вы считаете, это может обеспечить нужды энергосистемы Республики Абхазия? Технически за счет модернизации определенных там систем, агрегатов и так далее, можно увеличить потребление от 3 до 10, наверное, процентов, но не больше. Гидроресурсы есть гидроресурс. В советские времена для того, чтобы построить гидроэлектростанцию, много лет наблюдали за процессами, которые происходят на реке. Сегодня никаких наблюдений нет. У нас только те советские данные, и то неполные. Мы можем много говорить о развитии малой гидроэнергетики, мы можем говорить о солнечных батареях, мы можем говорить о ветровой энергетике, но на самом деле при отсутствии энергетической политики в государстве говорить о чем бы то ни было не приходится. Ведь мы все понимаем, что там, где возникает электроэнергия, если она возникает, это затраты. И в рамках этих затрат кто-то должен окупить эти затраты, то есть приобрести электроэнергию у таких объектов. Предположим, кто-то построил новую гидроэлектростанцию, либо государство, либо инвестор. Кто и за какие деньги приобретет эту электроэнергию у этих станций? Никто. Конечно, вчера вообще не было целесообразности, пока не был поднят тариф. Сегодня подняли тариф. Да, и в рамках поднятого тарифа возможно, конечно, что
значит, тариф за генерацию, да, за произведенную электроэнергию, он будет в этой тарификации или он есть. Вопрос заключается в другом. Во сколько это обойдется нашей стране, во сколько это обойдется нашему потребителю в конечном итоге, с обычному человеку. Ведь поднятые тарифы, когда мы говорим о тарификации, мы каждый раз возмущаемся, что ежегодно они поднимаются. Да, вот сегодня там рубль 30 для физических лиц, и то с оговоркой, что с понижающим коэффициентом. На самом деле тариф поднят до 2 рублей 70 копеек для физических лиц. К 2026 году автоматически эти тарифы ежегодно будут подниматься. Конечно, если у нас будут тарифы выше, чем в некоторых регионах России, мы можем развивать и гидроэнергетику, и солнечную энергетику, и ветряную, может быть, даже атомную, когда-то мы до этого дойдем. Вопрос в том, должен ли наш потребитель платить такую сверхцену за электроэнергию? Среди мер, предпринятых для того, чтобы привести в нормативное состояние отрасль, было постановление Кабинета министров апреля 2022 года, если не ошибаюсь, 7-го, об утверждении методологии расчета тарифа. В этом же постановлении новые тарифы на электроэнергию и поэтапное их повышение каждый год, вот первый раз с 1 июля, затем с 1 января каждого года. Это одна из таких мер, потому что Черноморэнерго для нормальной работы, для того, чтобы кадры из компании не уходили, квалифицированные, которые много лет там проработали, чтобы хватало средств на поддержание работоспособности системы, элементарно необходимо получать выручку, из которой финансировать все эти расходы. И вот среди мер, которые предпринимаются, как раз это постановление с поэтапным повышением суммы выручки компании. На текущий момент сумма в абсолютных величинах, которая была собрана Черноморэнерго в 2022 году, она выше, чем показатель за предыдущие годы, потому что с 1 июля уже было введено повышение тарифов. Но если говорить о населении, о проценте собираемости, он снизился. И для того, чтобы процент собираемости повышать, Черноморэнерго и проводятся работы по установке приборов учета, в том числе средств, которые в прошлом году были предоставлены из республиканского бюджета. И у нас есть данные о динамике. Вот есть, например, первые приборы учета в рамках государственных программ устанавливались в период с 10 по 12, если не ошибаюсь. И те районы, ну это в первую очередь новый район, город Сухум, те районы, где приборы учета были установлены, те дома, где стояли новые приборы учета, процент собираемости в этих домах близок к 90, а в отдельные периоды времени составлял 95%. Это после повышения? Нет, это имеется в виду то, что происходило тогда. И причем этот процент в этих домах, он сохранялся до последнего времени. Те дома, где Черноморэнерго были установлены приборы учета за второе полугодие прошлого года, то есть это финансирование из бюджета 2022 года, тоже устанавливали приборы учета, принцип работы тот же самый, тоже процент собираемости возрастает. Но из-за того, что большая часть Абхазии, наши потребители, граждане, не имеют приборов учета, в целом процент собираемости снизился. Единственный способ выровнять эту ситуацию — обеспечить всю страну приборами учета. Некоторые из этих ГЭС по 2,5-3 мегаватта каждый вырабатывал. 2,5-3 мегаватта. Сейчас, вот если использовать эти ГЭС, то можно спокойно на той инфраструктуре, которая существует, по крайней мере 10, да, вот взять, выбрать 10 штук из 26, которые существуют, где наиболее мощный поток, там расход большой, там сооружения крепкие там, и так далее, то можно 3 мегаватта, 3-4 мегаватта на одну станцию. 10 штук это будет 30-40 мегаватт. В чем здесь преимущество? Их не надо строить. Мы за 1-2 года ничего не сделаем. Но если вот в течение, скажем, 10 лет мы будем 2 хотя бы станции в год вводить в строй, 2, то это обойдется, ну, наверное, 300-400 миллионов рублей. Ну, может, по $500 миллиарда рублей.
Но это небольшие деньги в год, чтобы восстановить. И можно это очень быстро, вот такими темпами в течение 10 лет, даже в течение 5 лет, можно эту проблему решить. Конечно, можно решать всегда локальные задачи. Можно на своей крыше, да, вместо крыши поставить панели солнечные, и, собственно говоря, как минимум днем у потребителя будет электроэнергия. Да, я имею в виду в домовладении обычном, или в гостинице можно подогревать воду. Вопрос заключается совсем в другом. Насколько это разгрузит энергосистему в целом, если мы говорим о государственном подходе. Это первый вопрос. И второй вопрос. Эти все меры должны вписываться в общую картинку реализации политики в энергосистеме, которой на сегодняшний день, я считаю, что совершенно нет. Ее, в принципе, и не было, да, этой политики. Но, во всяком случае, всегда энергетики старались, и кто отвечал за энергосистему, за то, чтобы потребление снижалось, а не увеличивалось. Соответственно, сегодня невооруженным взглядом видно, что когда потребление повышается минимум на 50% от потребления Республики Абхазия, речь идет о том, что ни одна энергосистема не может не выдержать, даже если бы она была бы в адекватном состоянии. То есть такой рост в течение года невозможен. Соответственно, нужно принимать совсем другие меры. У нас в обществе часто говорят о том, что с надеждой смотрят на изменения какие-то в Черноморэнерго периодически и так далее. Эти меры ни к чему уже не приведут. Сколько угодно можно менять руководителей в Черноморэнерго, пока не будет именно политического процесса в энергосистеме. То есть все государственные институты должны нацелиться. Это должен быть национальный проект энергетика. Только с одним условием. Если мужи, которые отвечают за государственные вопросы, сосредоточиться на том, что энергосистема останется национальной. Если не ошибаюсь, в 2018 году в республику приезжали специалисты Сибирского института, название, к сожалению, не вспомню. Они провели аудит и передающих, и распределительных сетей и представили рекомендации, что именно необходимо сделать для того, чтобы энергетическая отрасль, то есть все наши провода, все наши подстанции, трансформаторы, что все это работало как положено, как это должно работать, чтобы не было постоянных сбоев, не было отключения электроэнергии по причине дефицита, либо повышения нагрузок на сети. То есть есть порядок действий, есть представленный ими перечень оборудования с указанием мест, где его необходимо заменить, либо поставить, допустим, какая-то подстанция рассчитана на 40 мегаватт, а в связи с количеством потребителей там необходимо, допустим, 60 мегаватт мощности. Вся эта работа была проведена. Единственный вопрос, который остался, и, как обычно, он один из самых сложных, это вопрос финансирования всех этих расходов. У нас, как вы знаете, в рамках инвестпрограммы на протяжении всех этих лет каждый год, всегда, правда, разные суммы, иногда 150, иногда 300 миллионов в год, финансируются мероприятия в сфере электроэнергетики. Парламентом республики в прошлом году и в этом году были утверждены в республиканском бюджете расходы на установку приборов учета. Это все поэтапное движение в сторону нормализации ситуации в энергетической отрасли. Но проблема заключается в том, что тех сумм, которыми мы в настоящее время располагаем, это собственные доходы Черноморэнерго, второй источник инвестпрограммы и третий республиканский бюджет, их недостаточно для того, чтобы за один день и даже за один год привести отрасль в нормальное состояние. Проект поэтапного запуска малых ГЭС вполне реалистичен, убежден Январби Экба. Можно рассмотреть форму государственно-частного партнерства. Строительство этой малой ГЭС его можно сделать государственно-частным предприятием, который те, кто занимается майнингом и всеми прочими, они могут принять участие в восстановлении строительства этого ГЭС, с тем, чтобы в перспективе та энергия, которая будет вырабатываться этими ГЭС, она будет идти в общую сеть. В общую сеть будет идти.
И они могут пользоваться этой энергией, уже заранее оплатив, так сказать, ее строительство. Здесь разные. В любом случае, это беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Здесь ничего мы не теряем, кроме того, что мы находим свой возобновимый источник энергии. Маленький, большой там и так далее. И это строительство государства вполне в состоянии осилить. 400 миллионов – это не 400 миллиардов. Мы можем сколько угодно говорить о государственной форме или о частной форме, но когда существует такой термин, как частная, возникает интерес бизнесмена. Там, где возникает интерес бизнесмена, всегда переплачивает любой потребитель. Всегда. Социальным тарифом или социальным подходом заниматься может исключительно государство, потому что государство, извините, пожалуйста, это мы, граждане. В России, к сожалению, большому для россиян, в свое время господин Чубайс провел очень вредоносную реформу либерализации энергосистемы. Поэтому, когда мы интересуемся у своих партнеров, друзей, товарищей, о каких тарифах идет речь в России они завышены. Потому что на каждом этапе от снабжения, передачи, распределения электроэнергии и производства, по сути, там находятся частные компании, которые завышают тарифы, и завышенные эти тарифы, по сути, платят этим частным лицам исключительно потребители, то бишь обычные граждане. Сторонники развития малых ГЭС приводят в пример действующие мини-гидроэлектростанции, одна из которых – Сухумская ГЭС, восстановленная в 2018 году на частные инвестиции и отданная в аренду на 25 лет. Проект обошелся примерно в $12 миллионов. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта 19,6 мегаватт. Сейчас же ведь у нас около 5-6 этих малых ГЭС работающие есть. Работающие. Псху, например, работает, в этом Кадорском ущелье там пару ГЭС работает. Вот Сухум ГЭС же, вот пример, далеко не будем ходить. Сухум ГЭС же восстановили. Сравнительно недорого. Недорого восстановили его. Вот точно так же можно сделать для крупных населенных пунктов, поставить вот 3-4 мегаватта станцию, и она будет обслуживать. Зато стабильное напряжение, зато непогода не будет мешать. Нужен обслуживающий персонал, да, для малых ГЭС. У нас в университете прекрасная кафедра электрических систем. Мы можем готовить специалистов для обслуживания этих ГЭС. Не приглашать кого-то там где-то, а своих специалистов готовить, они прекрасно будут справляться с обслуживанием этих ГЭС. И даже принимать участие в строительстве этих ГЭС, в налаживании оборудования там и так далее. У нас потенциал есть хороший, молодежный. И кафедра прекрасная. Сейчас лабораторию при физико-техническом институте создали мы по возобновляемым источникам энергии. Если мы говорим про гидроэлектростанции, если мы говорим в частности про Сухум-ГЭС, ее установленная мощность порядка 19 мегаватт. Установленная. Это не значит, что она дает нон-стоп столько. Ну, на примере Ингургеса мы же знаем, что летом там проблем нет, с водой, с ресурсами, соответственно, выработка большая. То же самое происходит на Сухум-ГЭСе. Когда мы слышим какие-то разговоры о том, что Сухум-ГЭС обеспечивает энергосистему, у них есть какие-то излишки летом. И эти излишки попадают в энергосистему в то время, когда этого не нужно энергосистеме. Понимаете? Зимой Сухум-ГЭС, если там майнеры работают, может что-то выдать? Нет, конечно. Выработка Сухум-ГЭСа падает приблизительно почти в 3 раза зимой. Потому что, опять же, нет воды. Я вам приведу пример из реальной жизни, то, что было сделано в конце прошлого года. В Рицинском национальном парке силами администрации была установлена мини-ГЭС, мощность, если не ошибаюсь, в районе 30 киловатт.
для нужд самого пансионата, для того, чтобы перестать пользоваться дорогостоящим генератором. В данном случае они получили экономию, условно говоря, выработка электроэнергии генератором, допустим, составляла 6-7 рублей за киловатт, а установив мини-ГЭС, они получат, допустим, за 3 рубля и получат электроэнергию круглосуточно. В их случае для того, чтобы довести электроэнергию до такого удаленного места, как пансионат Аватхара, необходимо было провести линии электропередач, наверное, километров на 20, что обошлось бы, естественно, значительно дороже, чем строительство мини-ГЭС. Но это такой частный случай, когда объект находится в отдалении, при этом рядом есть источник воды, неиссякаемый, и, безусловно, это было самое правильное решение. Но если говорить о решении проблем с генерацией в Абхазии за счет использования мини-ГЭС, вот опять же вопрос цены. Сколько же обойдется выработать эту электроэнергию, какая будет себестоимость. И у нас поступали предложения из Российской Федерации от ряда предприятий, которые занимаются производством объектов, которые погружаются в реку. То есть это модуль, который перевозится на грузовике, поднимается краном, опускается в реку, к нему подводятся провода для передачи электроэнергии, он там автономно находится. Проблема с такими объектами, что большая часть из них в наших реках, которые несут огромное количество камней другой породы, они бы просто каждый месяц ломались с каждым дождем. И стоимость выработки электроэнергии таким объектам выходит значительно дороже. Поэтому на уровне государства в целом, то есть для покрытия того дефицита электроэнергии, который у нас есть сегодня, во-первых, это пришлось бы во все реки погрузить подобные объекты или какие-то еще. И во-вторых, скорее всего, стоимость выработки этой электроэнергии оказалась бы слишком дорогой. Абхазские энергетики сетуют на капризы погоды. Из-за отсутствия осадков в горах и постоянно растущего расхода электроэнергии Ингургэс на грани остановки. Глобальное потепление – общемировая проблема. Это тоже надо учитывать, когда речь идет о модернизации малой энергетики. То сильно тепло, то сильно холодно, то осадков мало, то много. Это результат потепления. С этим ничего не сделаешь. Но в общей сложности количество осадков увеличилось, причем существенно, скажем, за последние 30-40 лет. Если в 60-90-е годы средняя годовая сумма осадков была около 1400-1500 миллиметров в год, да, то сейчас практически менее 2000 миллиметров в этой прибрежной части не выпадает, менее 2000. То есть на 30-40% количество осадков увеличилось. Но другое дело, что там происходит то, что зимние осадки у нас один год густо, другой год пусто бывают такие. Это климат, это надо его учитывать, но малым ГЭС это ничем не грозит, малым ГЭС. Таким крупным, как Ингургэс, значит, конечно, там им надо плотину набирать там и так далее. А здесь рукав течет, он может чуть много больше, чуть меньше, он все равно вода там набирается, течет. Около 18% мирового потребления энергии обеспечивается из возобновляемых источников энергии. Это природные ресурсы, которые восстанавливаются природным путем за короткий период времени. Абхазские ученые вплотную изучают перспективы зеленой энергии в республике. Скажу по секрету, написали книгу по возобновимым источникам энергии и их целесообразность использования в условиях Абхазии. Но она еще только в процессе издания, не издана эта книга. И эти все вопросы, пусть любой член правительства берет, откроет эту книгу, и экономически, и физически, технически там все сравнивается, любой способ. Решение за правительством. Понимаете как? Должна быть государственная
программа решения энергетической проблемы. Государственная программа, которая должна быть издана правительством, которая пройдет парламент, которая, значит, все механизмы там будут предусмотрены и поддержана народом. Возникает вопрос, если, извините, мы не можем собрать деньги за уже использованную электроэнергию, то сможем ли мы решать более сложные задачи? У нас есть Ингургэс, комплекс Ингургэс, с которого мы получаем электроэнергию, я подчеркиваю еще раз, бесплатно. И при этом мы не можем довести электроэнергию до нашего потребителя. Почему? Вопрос же заключается не в том, что нам нужно строить новые электростанции. Мы не можем распорядиться тем, что у нас сегодня есть бесплатно. То есть у нас проблемы с сетевым хозяйством, у нас проблемы с потреблением. И вы сколько угодно развиваете такие источники, да, новой генерации, это не даст ничего. Только в одном случае это все будет работать, если наши обычные граждане будут переплачивать за электроэнергию. Ян Варби Эгба оценил перспективы развития невозобновляемой энергии в Абхазии как невысокие. К примеру, проект газификации республики, который обсуждается на высшем уровне, дорогостоящий, а на фоне массовых неплатежей еще и рискованный. Ученый предлагает построить тепловую электростанцию в районе госграницы по реке Псоу. И трубы тянуть далеко не придется. ТЭС позволит снизить нагрузки на электросети в Гагарском районе. Есть большой опыт использования этого газа в республиках Северного Кавказа. Да? Газ, во-первых, очень дорогой. Значит, в среднем это порядка 3, это в зимний сезон, значит, порядка до 5000 в месяц за отопление дома, за все обходится. Ну, минимум 3, максимум 5, да, в месяц. В наших условиях, если люди не хотят 300 рублей за свет платить, то 3000 или 5000 они будут платить. Многие просто не могут заплатить. Если же мы речь ведем, скажем, о том, чтобы построить ТЭЦ, который будет на газе работать, ради Бога, вот скажем, на Цандрипше или там где-то на границе, ближе к России, чтобы не тянуть газ, поставить тепловую электростанцию, подтянуть туда газ Садлера, и пусть это будет такой большой источник энергии для западных районов Абхазии, в том числе Гагра и так далее, включая вот это, пожалуйста. Но это тоже стоит огромных денег. Любой другой проект, любой, хоть газ, хоть нефть, хоть что угодно, кроме самое дешевое, это возобновимые источники энергии. Это реки, это, значит, солнечная энергия, это, значит, термальные источники, ну и так далее, то, что не требует, оно бесконечное. Только вот этим надо заниматься. Газификация бесспорно может снять очень серьезную нагрузку с энергосистемы, потому что за счет газификации мы можем решить вопрос отопления, значит, в наших домах и не только. Но здесь возникает вопрос, опять же, о тарифах за электроэнергию. То есть целесообразность пользоваться газом в тот момент, когда у тебя, предположим, в электроэнергетике тарифы ниже, чем адекватные тарифы. Да? Сегодня при той динамике, которая есть, рано или поздно, наверное, мы придем к газификации. Но опять же, я подчеркиваю, вопрос стоит о том, чтобы у государства в стратегических отраслях был социальный подход. Соответственно, в рамках этого социального подхода тариф должен быть адекватный.
Ну, когда я говорю адекватный тариф, я приблизительно говорю, что рано или поздно, если бы государство дошло до того, чтобы у частных лиц тарификация, ну, не считая каких-то там, значит, курсов валют и так далее, порядка 1 рубля, именно у физических лиц, у обычных граждан, это было бы достаточно для того, чтобы у нас энергосистема работала бы адекватным образом. Быстрый расход водных ресурсов на Ингургэс произошел из-за растущего потребления электроэнергии. По мнению Аслана Басария, при правильном подходе мощности крупнейшей на Кавказе ГЭС хватит, чтобы обеспечить республику основной долей электроэнергии. После легализации майнинга привести в порядок энергосистему, неважно, придет инвестор или мы будем сами этим заниматься, займет уже в разы больше времени, даже при наличии ресурсов. То есть при наличии финансов, на мой взгляд, на сегодняшний день это порядка 3 лет. Конечно, ежегодно ситуация может улучшаться, но если ты не обеспечишь приборами учета всех потребителей, ты не сможешь контролировать свои нагрузки. У нас в этом отношении проблема. Ресурсов в энергосистеме не хватает. Соответственно, если государство будет нацелено на то, чтобы эти ресурсы появились, они появятся. Но даже если они появятся, это нужно программно подходить к этим вопросам. Ежегодно расписывать мероприятия. Эксплуатирующая организация, ну в данном случае Черноморэнерго, должна брать на себя эти обязательства, показывать на цифрах, на какое количество значит, той или иной мощности уменьшится потребление Республики Абхазия, что они в течение этого года проведут вот эти определенные мероприятия за эти деньги. То есть у нас та же инвестпрограмма российская работает в принципе в таком же русле. Мы можем совершенно спокойно, мы, когда я говорю, абхазская, да, сторона самостоятельно может совершенно спокойно взять на себя, значит, такую работу, расписать эти вещи и их реализовывать. Я бы не сказал, что в принципе имела место легализация. Объясню почему. Кабинетом министров было издано постановление, предусматривающее порядок согласования перед установкой этого оборудования, порядок согласования с Министерством экономики как уполномоченным органом в сфере электроэнергетики, возможности ввоза определенного количества оборудования. При этом Министерством экономики выдавалась справка, где указывался объем киловатт. После этого заявитель должен был пойти в Черноморэнерго в соответствии с действующим постановлением о порядке присоединения новых абонентов, получить их условия на объекте, который к тому времени уже должен быть у него либо в собственности, либо в пользовании, ну то есть аренде. И только после того, как все эти процедуры пройдут, индивидуальный предприниматель, либо общество с ограниченной ответственностью или иная форма осуществления предпринимательской деятельности, вот заявитель мог получить разрешение, позволяющее потреблять электроэнергию для добычи криптовалют. Ни одного документа, подтверждающего, дающего право на осуществление деятельности в соответствии с этим порядком, выдано не было. То есть называть это легализацией майнинга я бы не стал. Это распоряжение определило порядок действий тех людей, которые хотели бы заняться добычей криптовалют. Но в связи с тем, что вскоре после введения в действие постановления у нас начались проблемы с объемом электроэнергии, который располагает республика в связи с повышением нагрузок на сети, затем был введен запрет на осуществление деятельности по добыче криптовалют до того момента, пока не появится свободная мощность. То есть порядок действий мы определили, но приступить к его реализации мы не смогли. И отчасти это было связано тем, что мы видим и сейчас, вот оперативная группа до сих пор изымает оборудование для добычи криптовалют, и за последнюю неделю было изъято, если не ошибаюсь, порядка 500 единиц. Эксперты убеждены, пока не будет решен вопрос с незаконной деятельностью по добыче криптовалют и без контроля учета электроэнергии, ситуация с ее дефицитом будет только ухудшаться. Вопрос требует государственного подхода и оперативных решений.